Хотим с вами поговорить о ситуации в Таджикистане. Главное, свадьбу сыграть, а потом и поголодать можно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на что таджикистанцы откладывают деньги. Мы обсудим, правильно ли это. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Многие люди имеют привычку копить деньги. Немцы и американцы откладывают средства на старость, японцы на путешествия, россияне на улучшение жилищных условий, китайцы инвестируют в своих детей. Расскажем, на чем в большинстве случаев своем экономят в Таджикистане, а на что жители тратят баснословные деньги. В Таджикистане одной из главных трат считается проведение свадеб. Зачастую финансовое бремя по организации свадебного торжества, которое стараются провести дорого-богато, ложится на плечи родителей. Откладывать средства на главное событие таджикской семьи начинают чуть ли не с пеленок. И хотя поправки к закону об упорядочении традиций и обрядов вроде как должны были облегчить финансовую нагрузку по проведению семейных торжеств, многовековые традиции и общественное мнение оказываются сильнее законов. За 3-4 часа свадебной показной роскоши тратится целое состояние семьи, накопленное годами. А фраза «а что мы хуже других» обходится семье в тысячи, а то и в десятки тысяч долларов. Особенно внимательно к соблюдению свадебных традиций относятся на севере Таджикистана. Я еще в прошлом году хотел устроить свадьбу. Не получилось. В этом году второй раз приходил. Снова не удалось подать заявление. Вот третий раз пришел. Кроме проведения самой свадьбы, огромные суммы родителей тратят на приданое детям, обеспечивая их всем необходимым для обустройства нового дома, включая бытовую технику, мебель, одежду, золотые украшения, а также одаривание новых родственников дорогими подарками. На вопрос в Facebook, с какого возраста вы начинаете копить на свадьбу детей, многие пользователи ответили, что с рождения, отмечая, что даже этого не хватает и приходится брать еще и кредит и ездить на заработки. Однако были и те, кто считает, что огромные траты на свадьбу лишь лишним расточительством и показушничеством. Сегодня Абдурасул наконец-то подал заявление в ЗАГС. Деньги на свадьбу он копил около 1,5 лет. Занимался частным предпринимательством, выступал в боях без правил. Но даже при этом половину суммы, несколько тысяч долларов, собрали для него родственники. Когда старшей дочери исполнилось 10 лет, я начала собирать приданое. Еле-еле успела, потому что ее выдала замуж пораньше, как и планировала, написала одна из комментаторов. Всю жизнь приходится откладывать. Выдашь дочерей замуж, готовься к внукам. Для сыновей квартиру нужно приобрести, но, конечно, все это надо делать по мере возможности, отметила Мунира из Худжанда. На свадьбе, как оказалось, траты не заканчиваются. После рождения первенца родители продолжают расходовать свои накопленные средства, обеспечивая молодую семью детской атрибутикой. А как вы относитесь к такому расточительству на свадьбах? Считаете ли вы их уместными? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Свадьба — это не единственное, на что копят деньги. Траурные мероприятия в Таджикистане отнюдь не дешевые, так же, как и на свадьбы, траты на похороны обусловлены немалым количеством гостей, которые в течение нескольких дней приходят почтить память усопшего. Гостей принято приглашать за стол. Откладывать на свои похороны таджики начинают уже в осознанном возрасте. В эти траты входит покупка места будущего захоронения и похоронно-поминальные обряды, жертвоприношения в виде забоя скота, приуроченные к дате смерти человека. В некоторых регионах Таджикистана продолжает оставаться обязательным атрибутом поминок. Еще одним важным пунктом расходов жителей Таджикистана, на который принято откладывать средства, является совершение хаджа. Для каждого правоверного мусульманина паломничество к святыням ислама является долгом и священной обязанностью. К примеру, в 2019 году паломнику из Таджикистана хадж обошелся в чуть более $3500. А после того, как появилась законная альтернатива откоса от армии у родителей, которые не желают, чтобы их сыновья проходили обязательную военную службу, статья расходов пополнилась еще дополнительным пунктом. Стоимость оплаты за военную службу в призывном резерве составляет на сегодня 25 200 сомани. Сейчас моему старшему сыну 13 лет, сыновей у меня 2, соответственно, будут служить оба. Поэтому будем копить сначала на учебу в вузе, а после на альтернативную учебу. Дай бог, чтобы к этому времени ее стоимость уменьшилась, отметила Мухферат Усмонова из Худжанда. А как вы относитесь ко всем этим праздникам и поминальным процессиям? Действительно ли стоят таких денег наши традиции или их уже пора менять? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!